все современные люди знают, что очень информированы, что земной шар у нас покрыт совершенно разными типами растительности. Все мы любим ездить в тропические зоны отдыхать, к теплым морям. И растительный покров нашей планеты распределен в зависимости от тепла и влаги, от экватора к полюсам. Всегда можно найти карту-схему растительного покрова нашей планеты, где по экватору у нас изображены темной полосой тропики, степи, с желтым цветом выделяют саванны, широколиственные леса, пустыни, таежную зону, или называют ее зона хвойных лесов. И вот если внимательно посмотреть, то территория Якутии совершенно туда не попадает, в зону степей. Мы находимся в зоне таежных лесов. Тайга, ну вообще таежные леса очень широко распространены. Например, в Северной Америке они с востока на запад тянутся на 5000 километров. А в Евразии, на нашем континенте, от Скандинавского полуострова до берегов Тихого океана все занято тайгой. Но мы сами знаем, что изображая зеленым цветом тайгу, конечно, у нас есть озера, реки, берега которых заняты лугами, то есть безлесными пространствами, влажные луга. Знаем, что есть болото, где можно собирать клюкву. И вот в Центральной Якутии ученые прошлого века, да и нынешние ученые всегда отмечают удивительное явление, вот открытые пространства, лишенные деревьев. Но это не луга, а, судя по видовому составу, это типичные степи. В то же время, как я и сказала, что степи находятся гораздо южнее территории Якутии, это Монголия, Казахстан, Северный Китай, но никак не Якутия. Откуда здесь появились степные участки? Как оказалось, исследуя видовой состав, что это не деятельность человека. Ну, все мы знаем, что якуты это скотоводы всегда. И что это не деятельность человека, который, например, для того, чтобы расширить пастбище, вырубал деревья. Изучая видовой состав, выявилось, что здесь произрастают такие редкие растения, которые встречаются очень далеко от Якутии. Например, вот полынь Мартьянова. В XIX веке считалось, что это эндем минусинских степей, это Южная Сибирь. И что встречается этот вид только там, в одном единственном месте. В 50-х годах, описывая это растение, ученые очень удивились, конечно, что на территории Якутии на таком большом расстоянии находятся такие редкие виды, которые встречаются очень далеко отсюда. Потом видовой состав, то есть те растения, которые растут вместе и образуют степные сообщества, оказались многие из них не только редкие, но и реликтами. Например, вот если вы любите гулять в окрестности города Якутска по сухим открытым участкам, то всегда замечали такое растение, похожее на хвощ, и в августе образуют очень яркие плоды красного цвета. Это хвойник или эфедра, лекарственное растение. Исследователи этого рода, семейства указывают, что эфедры вообще это растение пустынь. В пустынях эфедры это довольно высокие кустарники. Они встречаются, вот, как я сказала, в пустынной зоне и также в Северной Америке. Что это означает? Это говорит о том, что в прошлом где-то 50 миллионов, а может даже больше, эти виды были широко распространены по земному шару. То есть на территории Якутии климат был такой приближенный к пустыням.
И эти виды были широко распространены, и когда и Северная Америка, и Евразия составляли единый континент, Пангею. И только позже, когда эти два континента разошлись, северные американские виды эфедры пошли развиваться по своей линии. Пустынные, вот даже в Африке есть эти эфедры, они стали развиваться по своей линии. И степные виды Монголии и Казахстана, где эти эфедры тоже очень широко встречаются, тоже образовали свою линию. И очень удивительно, что этот хвойник или эфедра односемянная встречается вот именно в средней части долины реки Лены и очень редко встречается в степях Верхояния. Также степные виды, как ковыли, овсяницы. Есть очень редкий вид острогал ангарский, очень мелкое растение. Рано весной он зацветает, но мы его не увидим, потому что у него очень мелкие белые цветы, и на наших склонах они почти незаметны. Полыни тоже характерные для степей, их очень много у нас в Якутии. Где встречаются степи Якутии, особенно центральной Якутии? Так как это жаровыносливые растения, они свою нишу нашли на крутых склонах коренного берега реки Лены. То, что мы привычно называем горой, которая окружает город Якутск, это на самом деле коренной берег реки Лены. Мы живем в долине, в нижней части, а вот крутые склоны заняты именно этими степями, реликтовыми степями, как мы теперь называем. Это хорошие пастбища, рано освобождаются от снега и привлекают домашних животных. Что опять же, они бедные страдают от нерегулированного, как мы говорим, использования этих пастбищ. И сейчас перед нами стоит задача объявить их памятниками ботанических редких сообществ и постараться вовлечь их в систему особо охраняемых природных территорий Якутии. Как, например, у нас в долине Лены, это, конечно, национальный парк, это Ленские столбы, правобережье, а левый берег у нас он не охраняется, но надо было бы. И вот такие степные участки у нас встречаются от города Покровска до устья реки Алдан. Я уже произнесла такой термин, как реликты, то есть это растения, которые в прошлой геологической эпохе росли на нашей территории и остались в настоящее время. Реликты такие, как я уже назвала, полынь Мартьянова, острогал ангарский, терескен ленский, все они внесены в Красную книгу Якутии. И второй у нас вот термин есть эндемы, то есть эти редкие растения, которые встречаются очень на небольшой территории. И среди степных растений также встречаются эндемичные виды, которые нигде в мире больше не встречаются. Так, что я еще хотела сказать, что вот у нас, когда мы изучаем растительность современной Якутии, то мы, конечно, сталкиваемся и с древними видами растений, и с новыми видами растений, которые формируются в настоящее время. И также деятельность человека приводит к проникновению таких видов, которые проникают с культурными растениями. Ну, сейчас мы их называем сорные растения. Это инвазия. Если инвазивный, то есть новый вид довольно
активно размножаются семенами и агрессивно занимают территории, то это, конечно, возникает опасность того, что он может вытеснить аборигенные виды. Это что тоже нехорошо. И сейчас ведется наблюдение за новыми видами, которые проникли на территорию Якутии. Я как сказала, это сорные растения, проникающие семенами культурных растений, а также некоторые культурные растения, которые когда-то были внедрены как кормовые, например, мальва, щирица, а сейчас они уже просто выходят в естественную среду и начинают расширять свой ареал. Ну а сейчас я хотела бы послушать ваши вопросы и ответить на ваши вопросы. Ну, первая часть это вот степи Якутии. Какие-то вопросы у вас есть? У меня вопрос вот такой. В районе Батагайки, это Батагай, там это Вилюйский... образовалась такая котловина. Так вот, 30 тысяч лет тому назад, 30 тысяч лет, климат был совсем другой. Основание его уже было. Теперь мы смотрим Мамонтовую гору на реке Альдан. Да. Там тоже произрастали ореховые растения. Да. Типичные, которые были в Подмосковье. Да. Как? Теперь, потом они со временем исчезли. Что же за процесс, который повлиял на исчезновение этих видов? Вот, многомиллионные периоды до сих пор еще под вопросом, почему у нас исчезли динозавры, почему у нас исчезли мамонты. Изменение, конечно, климата. Но такое массовое исчезновение, это, конечно, какое-то катастрофическое явление, которое привело к вымиранию. Ну, а у нас вот есть, например, периоды, когда, если мы считаем, что здесь когда-то росла тропическая растительность, потом она постепенно, но это не постепенно, не значит там 100 или 30 тысяч лет назад, да? Это все идет десятками миллионов лет, 100 миллионов лет назад. Здесь тоже обитали рептилии, например, крупные. Их сменили потом уже позже мамонтовая флора, да? А мамонты, носороги, шерстистые – это растения, это животные, которые питаются, это травоядные животные. Значит, здесь, возможно, степи были как в виде современных саван в Америке. Крупная растительность, но засухоустойчивая. А у нас сейчас растения очень мелкие, да? Это у нас, значит, идет процесс похолодания. И мы, современные люди, тоже какой-то процесс идет у нас, вот там сотни лет потепления, потом немножко похолодания, и это все действует на растения. Да. Есть большие периоды, но они все имеют небольшие периоды, когда вот немножко идет потепление, похолодание, и идет продвижение, например, южных теплолюбивых растений на север. А в момент похолодания, наоборот, холодоустойчивые растения движутся на север. Ну, как вы уже до лекции сказали, что влияние человека – это вот парниковый эффект, это, конечно, глобальная проблема. И вот задача наша, во-первых, это вот, когда мы изучаем растительный покров, так что территория Якутии находится в зоне вечной мерзлоты, многолетних мерзлых пород, то это, конечно, вот, таяние льдов, это вот на наших глазах может привести к изменению растительного покрова. А если идет, например, потепление, то вот эти вот нарушенные земли, конечно же, будут заниматься растениями с юга. Но большую опасность приводят все-таки эти чужеродные инвазионные виды, которые мы приносим с собой. Начинаем их выращивать как культурные растения, как кормовые, декоративные, да, и, возможно, при благоприятных стечениях обстоятельств они просто займут территорию. И как вот считается, что человеческое общество устойчиво развивается, если богато разнообразие живого мира. И животных, и растительного мира.
А скажите, в районе птицефабрики, которые есть, там тоже одна запасница растений, которые завезли случайно. Но там, куда уже не пускают пастись корову. Почему? Потому что оно влияет на качество молока или коровам некомфортно становится. Вот это что за растение? Я не знаю, что за растение, но обычно, конечно, Ограниченная территория. молоко, конечно, зависит его вкусовые качества и Расширить, как понятно. непонятно, да, что это зависит от растений. Всегда стараются, чтобы в молоко не попали вот луки, да, вот это, чтобы не появился привкус какой-то там другой. Ну вот мы в прошлом году изучали сорные растения, и вот все-таки еще раз вот то, что очень устойчиво растут виды, которые очень не характерны для нашей флоры, это вызывает опасность, потому что у них очень высокая семенная продуктивность. Они способны выживать местные растения. Например, вот мальва. Ее в 50-е годы выращивали как кормовое растение. Сейчас оно встречается на всех огородах. Да, продаются семена декоративной мальвы с крупными цветами, а это уже одичавшие и просто уже фактически ставшие частью нашей флоры. Это растения с мелкими розовыми цветами, которые всходят постоянно с мая по сентябрь, постоянно идет его рост. Или амарант. Тоже вот среди амарантов очень много культурных растений. Но они также очень хорошо внедряются сперва в огороды, а потом начинают идти продвигаться в естественную среду. Есть так называемая звездчатка, красивенькая называется, но ее называют в народе мокрицей. Вот это вот, да, она уже почти по всей территории города Якутска встречается везде. На дачах, огородах, и везде она уже идет. Да. Угу. У этих растений очень хорошая семенная продуктивность, и они довольно обильны и долго сохраняются в почве, и постоянно растут. Только механически. Да. Нет, не давать ей, просто давать семена. Вот если вот будет потепление небольшое, то этот борчевик Сосновского, скорее всего, и у нас появится. Есть такая наука, как флора железных дорог. Железную дорогу проходят, и у нас появляются новые виды. Флора автомобильных дорог. У нас очень активная транспортная система, и мы все это вот привозим. Может быть, даже случайно. Или, например, когда мы закупаем опять же, для корма животных зерновые культуры, там всегда попадаются семена сорных растений, которые прекрасно у нас начинают размножаться и распространяться. И поэтому всегда ведется биологическое наблюдение за такими объектами и контроль. Сейчас, конечно, вот как в европейской части с Борщаковым Сосновским уже штрафные санкции действуют. У нас, например, нельзя выращивать маки. У нас есть эндемичные виды маков, желтые. Они естественный наш вид, опять же, степной. И в городе Якутске, в окрестностях, его стало очень мало. Его занесли в Красную книгу. Хотя степные склоны наши всегда желтели по весне, и они цветут очень долго. А маки культурные, их нельзя выращивать, это запрещено. Это можно даже не только штраф заплатить, но и административный. Декоративные маки, многие из них наркотические. Замена маком, это из семейства маковой и шульция, которые прекрасно тоже. Но как я заметила, в последнее время, если мы писали раньше, в 70-е, 85-е годы, однолетние растения, как календула, и шульция, да, виола. Как оказалось, семена их теперь прекрасно некоторых сортов зимуют. Виола та же, и шульция зимуют. Это
видимо, какой-то вот период небольшого потепления идет. Или это адаптация инорайонных видов к нашим условиям, что они сохраняются в виде семян, а потом уже прорастая за короткий период дают семена. Лето у нас короткое, а вот однолетние растения успевают и цвести, и давать семена. А все эти декоративные растения, это выходцы из более теплых регионов, там даже тропических зонах даже есть представители декоративные, и которые теперь у нас живут как однолетние растения, даже самостоятельно без нас. Заячья капуста, она к какому виду относится? Если девчонки, то эти на территории ботанического сада или в районе Горноколосник колючий. Горноколосник колючий и горноколосник мягенький есть. Я однажды, когда нашел вот такое растение, перенес на свою дачу в Ильичку. Посадил просто на грядке. Посмотрел, что она же будет. Вы знаете, она на грядке круче растет, чем естественно. Ну, все растет при уходе лучше. Они ведь не выбирали сухие, степные, пустынные виды не потому, что они любят пустыни, степи, а потому что они могут это выдерживать. Но настоящие степные виды, называют их сферофитами, они, например, как только повышается влажность почвы, они погибают. Угу. Например, тот же терескен. Научное название в честь российского ботаника Крашенинникова. Крашенинниково-Ленская. Тоже редкий вид. Вот он не любит переувлажнение. А все остальные степные виды это просто терпят такие малую, низкую влажность и такую солнечную радиацию сильную. Степи в Якутии у нас еще встречаются в горной части. Например, если представить карту Якутии, вот вдоль реки Лены идет горные хребты. Северо-западные это верхоянские. Вот на южных склонах, обращенных к югу склонах, тоже очень широко распространены степи. Там есть и эндемичные виды именно для этого региона, как лапчатка Толля, остролодка Шелудяковой, названные в честь людей, изучавших этот регион. О чем свидетельствует то, что в этом месте растут такие виды эндемичные. Как я сказала, эндемики это те, что произрастают в какой-то небольшой территории и больше нигде на планете не встречаются. Это означает, что эта степная зона была очень длительное время изолирована. И внутри этой зоны идет процесс образования новых видов, формирования. Что? Изолированность чего выражена? Мы находимся в зоне тайги. И эти степные участки, называют их еще осколками или очагами, некогда широко распространенного зоны степей. Остатки, да? Да, остатки. Получается, что лесная растительность, это в нашем понимании пришло позже, ну как бы вторично, да? Благоприятные условия, и таежные леса получили большее распространение, а степи ушли более в южные, ну, сохранились на юге, и у нас остались такие вот осколки некогда очень широкого зоны степей. Там же это как бы температурный режим и так далее. Да, почему именно в Якутии сохраняются степи? Потому что здесь у нас не доходит влага с океана, очень низкая, мало осадков. Оно, да, характерно вот такое количество осадков для пустынь, для пустынной зоны. И очень жаркое лето, высокая летняя температура, это все способствует сохранению этих вот эндемичных реликтовых сообществ. В Якутии мы вообще находимся в таежной зоне. Мы никак близко не приближаемся к степной зоне. Да, все тайга. И, конечно, в таежной зоне, ну, северная часть это тундры, понятно, да? Это таежная зона.
И, конечно, и, как я уже сказала, у нас есть и водоемы, озера, реки, да, болота, и там есть своя растительность, характерна для всех зон. И в степной зоне тоже есть луга, болота. И у нас в таежной зоне есть обширные луга, есть болота. И вот в степи как раз есть остатки прошлого. Они пока сохраняются в том же виде. Потому что, например, вот коренной берег почему не зарастает сосной? Потому что поросли сосны некомфортные условия. Летом почва на этих южных склонах нагревается до плюс 50 градусов. И почва нагревается. И степные, вот когда вот все желтеет, наш склон желтеет, это вот растения уходят в покой. Однолетники, они переживают этот период в виде семян, а многолетние растения, вот листва у них желтеет, и вся жизнь переходит вот в почку маленькую, которая находится на уровне или чуть глубже в почвенном слое. И как только вот эти дожди были очень длинные, и весь склон уже позеленел, пошло все в рост. Опять те же степные виды ковыли, овсяницы, полыни, все уже зелененькое. Некоторые прострелы уже начали вторичный рост. И будут, наверное, цвести, как в прошлом году. Вот, многие наблюдали летом, по-моему, в этом же в июле или в августе, вторичное цветение прострелов. Ну, то, что мы называем подснежники. Это вот когда благоприятный период, увеличиваются осадки и начинается рост всех этих растений, которые отдыхали. Вопрос влияние радиации. Хотя это, когда мы валютничали такие, и альбанские такие, это видел очень сложные ссылки. Почему наши якутские ссылки, не самые высокие. Хотя мы смотрим... Это Вилюи. Вот чем мы продвигаемся на запад или южнее, деревья становятся выше. Все-таки здесь степная зона, жарко здесь, и здесь у нас растения низкорослые, и деревья тоже низкорослые. А радиация никак не влияет на рост растений? Кстати, когда у нас в 50-е годы в Мирнинском районе вот атомные подземные взрывы, которые радиацию выходила. И одно время я на своем дачном участке смотрел на шафран. Шафран обычно невысокий. А в тот год, когда произвели множество испытаний, и радиация все-таки до нас дошла. И видите, шафран чуть ли не в 2 раза. Ну, это вот в Вилюйском, конечно, там радиация влияет на живые объекты, на все организмы. Ну, у нас в Центральной Якутии радиация естественная. У нас высокая радиация, из-за чего мы, теплолюбивые культуры, овощные, бахчевые, выращиваем за очень короткий период. Здесь растения адаптированы. У нас считается, что у нас высокая солнечная радиация. И всегда рекомендуют надевать одежду с длинными рукавами, прикрывать голову головными уборами. Растения у нас за очень короткий период успевают пройти весь цикл, где, например, в 2 раза короче, наверное, в 3 раза короче, чем в других регионах. Подснежниками вообще называют не прострел, это мы называем прострел подснежником. Это луковичные растения. И многие из них, вот, например, в европейской части растений охраняются. Эти подснежники настоящие у нас не растут. Это гиацинт, это вот пушкини, это разные виды луковичных растений, которые рано весной, вот в европейской части это широколиственные леса. Пока листья не распустились, эти весенние цветущие трогаются в рост, и все цветет в европейской части. А мы подснежниками называем прострел. Это разные цветы, да? Это совершенно разные растения. Это подснежники, на самом деле, это луковичные растения, а это вот такое вот корневичное растение. Но мы вот здесь вот подснежниками называем их. Нет, слово подснежник пришло оттуда. Вот, там подснежниками все-таки луковичные растения называют. А так как у нас их здесь не произрастают они, в народе пошло, что вот первыми цветами крупными, которые бросаются в глаза, прострелы. Вот их называют подснежниками. Ну, вообще, вот степи все-таки это по площади побольше, да? Хотя вот у нас считается, что это как бы осколки, очаги степной растения считаются вот центральные якутские и верхояние, да?
Хотя для нас это довольно-таки большие площади. А вот в Западной Якутии, там, так как это все-таки территория, ну, там опять же мало осадков, да, жарко, там встречаются степные виды. И когда, вот, например, ландшафт нарушается, вырубаются леса, то травянистые растения, конечно, там заселяют быстрее. Но там настоящих степей нет. Там есть виды степные, которые могут занять свободное место. Но по Вилюю, например, там вот некоторые части берега реки Вилюй, свободные от деревьев, вот там пишут, что это вот степные сообщества встречаются, небольшие. Но степные виды, конечно, очень широко у нас встречаются, виды. И по реке Вилюй, на Амге, ну и вот горная часть – это Верхояние. Вот если судя по карте, то где-то они вот одинаково занимают. Западно от западнее реки Лены горная страна. Представляете карту уже, да? Лена идет сперва на восток, потом поднимается на север. Вот к югу опять же горная страна. Вверх поднимается, опять же, западная часть, это тоже горная страна. А вот восточная, то есть, а с запада это уже там это вот равнины. Так, процентном соотношении пока точно не скажете. Нет, горной страны, по-моему, больше. Но точно не скажу. Но ленские столбы у нас считаются, как академик Розанов говорит, это самый уникальный разрез кембрийского периода. Кембрий лучше, чем, например, в Мексике, например, там где-то в американской части. Что здесь отслеживать вот эту вот эволюцию лучше вот на ленских столбах. Если говорить еще об редких растениях, эндемах, то вот горная страна, она вот горы поднимаются, меняется микроклимат там. И очень удивительное растение есть такой гибрид, природный гибрид, не рукотворный. Гибрид двух родов – рябины и кизильника. Рябина-кизильник Позднякова. Именно на Алдане, это вот в одном месте он только и произрастает. Есть направление такое, когда используют в озеленении растения природы. Но если мы говорим о наших растениях, то лето у нас короткое, растения у нас быстро развиваются, уходят естественно, на покой, да, отдыхают. А этот период у нас бесцветочный. И все-таки за короткое лето человеку хочется ярких таких цветов, и поэтому используют очень часто вот эти вот теплолюбивые многолетние растения, которые выращиваем как летники на один сезон. Ну вот очень импонирует новый мер, который ставит все-таки на деревья, увеличить количество зеленых насаждений, древесных растений. Конечно, все-таки, если мы будем больше деревьев высаживать, во-первых, будет приятно и гулять по городу в тени в наше знойное лето. Будут нас защищать деревья от пыли, автострад. Я думаю, что со временем мы озеленим город Якутск деревьями. Одного дерева нет. Территория Якутии, города Якутска занимает долину Туймады. И здесь, конечно, разные почвы. Есть засоленные, где считается, что лучше высаживать ивы, как солеустойчивые виды, да? Но в то же время ивы не очень любят застойные воды, где вот у нас мы закрываем естественный сток воды, новые водостоки не делаем, чтобы вода естественно уходила. И в таких местах, конечно, там уже надо делать, полностью менять, как-то вот облагораживать. А так растет все, и береза, и ель, сосна, рябины, рябинокизильники, вот, все древесные породы, все прекрасно могут жить в городе Якутске. Но если почва соленая, то если уж совсем соленая, то обычно на нем появляется такое вот растение солероз. Такое
без листьев, зеленые, краснеющие в конце лета. Вот, это, конечно, почва соленая. А все остальное вот, можно подбирать различные виды растений и высаживать. Вообще насекомые тоже адаптируются, меняются. Вот когда читаешь книги там, 30-летней давности, что от тли надо рядом выращивать бархатцы или укроп. А укроп, он сам стал жертвой тли. И в некоторых местах города Якутска не растет, не дают расти ему тля. Ну, потому что идет процесс адаптации, процесс эволюции никто не отменял. Идет, да, укроп тот же. Тля даже появилась на растениях с очень толстой восковой поверхностью листвы и на стебле. Вот, вроде бы на нем никогда не было насекомых, но вот тля нынче была на всех растениях. Спасибо за внимание. Было очень интересно с вами пообщаться.